Здравствуйте, Борис Терентьевич. У нас подкаст «Обжираться». Мы с вами сегодня будем говорить о времени, которое правильно можно было бы назвать позднесоветским периодом, но в разрезе именно абхазской истории, то есть абхазский контекст. Как раз это время, когда Борис Викторович Адлиба возглавил Абхазский обком партии и руководил страной в статусе, скажем, автономии с 1978 по 1989 год. Но хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили, каким оно было это время 70-х и 80-х. Добрый день, Ирина Шотовна. Благодарю за приглашение. Тема очень интересная. Действительно, время 70-е и 80-е годы, можно сказать, этот отрезок для Абхазии был временем и достижений, но были и тяжелые моменты нашей истории. Хотел бы несколько, предварительно, как мы дошли до этого времени, до 70-х годов. Если так ретроспективно смотреть, то до 1936 года, будем считать, это лакобовский период, это приход советской власти в Абхазию, возрождение советской социалистической государственности Абхазии, и успехи очень заметные были отмечены Москвой. В 1935 году представитель Москвы Петровский вручил орден Ленина тогда Абхазской республике. Но настал уже 1936 год, и отсюда начинается такая, можно сказать, темная полоса в истории Абхазии. Во-первых, гибель Нестора Лакоба связана с, именем Лаврентия Павловича. И для Абхазии наступают времена не очень хорошие. Во-первых, руководством уже Абхазии практически приходят только лица одной национальности. В 1938 по 1940 это был Беджвая, уроженец Западной Грузии. С 1940 по 1943 Барамия Михаил Иванович, это тоже из Талентийского района. И в 1943 году, в феврале, Сталин присылает сюда Мгеладзе Акакия Ивановича. Он был бывший комсомольский работник, он уроженец села Мелекедури, это Гурия, но в младенческом возрасте родители переехали в Гудаутский район, и фактически вырос и воспитался он в Гудаутах. Есть сведения, что Нестор Лакоба, заметив такого способного юношу, он оказал содействие в его карьерном продвижении, потому что стремительно, буквально, он окончил школу в 1930 году. И за 4 года паренек, который закончил Гудаутскую школу, стал секретарем Гудаутского райкома комсомола, затем Абхазского обкома комсомола, и в 1934 году становится первым секретарем ЦК комсомола. Это просто так не бывает. ЦК комсомола Грузии? Грузии, да, за 4 года. Его заметили вышестоящие товарищи, и Ворошилов на параде в Тбилиси 1 мая обещал ему встречу с вождем, со Сталиным. И на съезде в ЛКСМ состоялась такая встреча. Подошел сотрудник ЧК и пригласил делегата съезда Мгеладзе пройти, за кулисы. И он оказался в комнате, где все члены Политбюро сидели. И Сталин обратил внимание: откуда, говорит, ты? Он говорит: я, родом из Гурии, но сейчас, говорит, потом долго жил в Гудаутах в Абхазии. А гурийцы, вы все, говорит, любите политикой заниматься, так пошутил. Но заметил его, и вторая, третья встреча уже привела к тому, что в 1943 году, когда уже шла война, он его направляет в Абхазию первым секретарем и поставил задачу увеличить производство табака в 2 раза. Фронту нужен был табак. И с этой задачей он справился. Надо признать, что в хозяйственном отношении он был сильным работником очень. К тому периоду его правления, с 1943 по 1951 год, в Абхазии этот облик современного курорта в основном приобретал уже тогда. Естественно, при помощи центра Москвы, потому что
Сталин буквально после 1945 года почти каждый год отдыхал в Абхазии. Я от старших много раз слышала, когда они говорили «Мгеладзе хан», то есть время Мгеладзе, так как говорили, с ужасом вспоминали Да, это время. очень Если коротко, вот Да. почему Мгеладзе запомнился именно таким? Он снимал людей за малейший, за какой-то там провал или опоздание на работу. Он был, и когда его Ну, а сняли... национальная политика какая была? Вот Это, видимо, самое главное. В национальной политике он был очень и очень жесткий. Значит, он считал, что абхазцы — это племя грузинское. И так он и заявлял академикам, которые в это время отдыхали здесь, и, в общем, убеждал их, что надо их приобщать к культуре через грузинский язык. И как раз в его правлении абхазские школы изъяли абхазский язык обучения, и вместо него ввели грузинский. Интересно, Мгеладзе, который в Гудаутах жил, он владел абхазским языком? Значит, по воспоминаниям, которые опубликовала его дочь, «Сталин, каким я его знал», так называется эта книга, в предисловии написано, что он владел абхазским, владел мингрельским, грузинским, ну и, само собой, русским. Да, но так я не понял, что абхазский и грузинский очень уж разные языки. Был такой научный сотрудник Абни Лежава в свое время, он мне говорил, что и Сталин, а Мгеладзе был его проект, он был противовес Лаврентию Берию. Его выращивал, можно сказать, Сталин. Если бы не эти последующие события, там 1953 год, помните, Мингрельское дело было, и вот в результате этого Мингрельского дела, по мысли Сталина, Лаврентий должен был уйти со сцены, и в Кремле должен был появиться вот этот самый Мгеладзе. Но все пошло наоборот, потому что говорят, что Лаврентий к этому причастен. Как древние римляне говорили, кому было выгодно смерть того или иного человека, тот и был задействован. Значит, Сталин был отравлен. Но Мгеладзе все равно реализовывал проект Сталина и Берия по Абхазии. Правда в Абхазии же? Совершенно верно. Да, ассимиляция Абхазии, грузинизация Абхазии, все это происходило через него. Так, но Лаврентий не терпел конкурента. Он видел, что Сталин его приближает к себе, и поэтому он его отдалял и всячески старался. И как только Сталин сошел с арены, он его вызывает, снимает с работы и исключает из партии, и разве что только не расстреливает, потому что 1937 год уже все-таки позади, и он остается без работы. Но скоро и самого Лаврентия Берия время прошло, и поэтому Акакий Иванович Мгеладзе отправлен в самую глухую, значит, деревню и возглавляет совхоз, правда, который он приводит в такой порядок, что становится объектом посещения иностранных граждан. И в 1958 году становится первым секретарем только Михаил Тимурович Гажба. Это после таких настойчивых писем, в том числе Дмитрий Иосифович Гулья писал Никите Сергеевичу Хрущеву, говорит: дорогой Никита Сергеевич, вы понимаете, у нас есть искривление национальной политики, если простой крестьянин придет в главное здание республики, в обком партии, ему не с кем будет говорить на родном языке. Давайте вот о 70-х, в основном конец 70-х, конец 70-х. Это был 77-й год, давайте тогда так начнем. Да. Письмо 130, известное знаменитое письмо интеллигенции, передовых рабочих, колхозников, было отправлено в Москву, где главной мыслью проходило, что об изменении статуса республики. Это уже тогда было. Вот. И на бюро, естественно, Абхазского обкома партии рассматривали этот вопрос. И мы продолжаем называть брежневский период застоем. Этот период продолжается, и в какой-то мере есть определенная стабильность пока еще. В 1978 году вряд ли кто-нибудь понимал, что в ближайшее время, уже там десятилетие где-то, и Советский Союз развалится. А вот ситуация в Абхазии насколько выбывала из всего этого? Вот после этого письма, как раз 130, пошли волнения, потому что в отношении организатору письма были проведены репрессивные меры. Исключили из партии, сняли с работы. Народ
и в том числе те, которые подписывали письмо, конечно, это вызвало возмущение. В Гаграх, в Гудаутах останавливались предприятия, не выходили на работу. В общем, экономика стала страдать республики, и тогда приняли решение сделать кадровые перемены. Вот поменяли это такая политическая нестабильность или дестабилизация, или, как сейчас более модно говорить, турбулентность, которая была политической в это время, это результат всего того, о чем вы вот в начале нашего разговора говорили, то есть накопилось очень много, накопилось у народа, накопилось у общества, и в Абхазии идет вот такой прорыв патриотической энергии. Совершенно верно. Приходит к руководству Борис Викторович Адлиба. По всем данным, судя смотря на его биографию, он подходил больше всех в этот момент на должность руководителя. Смотрите, весь его жизненный путь говорит о том, что это будущий лидер народа. Он начинал с комсомола. Кстати, все наши руководители, Кабахия Валериан Османович, Валерий Михайлович Хиндба, и Борис Викторович, они все прошли через комсомол. Будучи первым старем райкома комсомола, а в Очамчирах... Сергей Васильевич Багапш тоже прошел, конечно, через комсомол. Конечно, это тем более, и да. Багапш, и Анквав, и все. Да и Хаджимба был даже комиссаром студенческого отряда комсомольского. Но сейчас конкретно о Борисе Викторовиче. Да. К этому времени, кстати, когда он стал первым секретарем, он уже был зрелым, большим работником партийным. Даже по возрасту, даже ни Бгажба, ни Кобахия, ни тем более Хиндба, они, становясь первыми старями, были моложе. Когда первым старем стал Борис Викторович, это был 1978 год, апрель, ему уже было 46 лет. 46-47 где-то, да? 47, ему исполнилось бы 15 июля. Так вот, он уже был опытным, прошел, в школу даже обкома партии, инструктором за сектором был в отдела сельского хозяйства, оттуда его выдвигают вторым секретарем Сухумского столичного горкома партии. Это большая должность была. Послужной список был очень серьезно, конечно, но все перечислить мы не можем. Самое главное, какие. Он 4 года руководил Очамчирским районом, крупнейшим районом. А до этого Корчальским горкомом? Нет, потом. После Очамчира. Вторым секретарем сначала? Первым. Его отправили со второго Сухумского горкома партии в ЦК Компартии Грузии, ответоргом в орготдел партии. Это тоже хорошая школа была, руководство регионами, курировал регионы. А здесь уже в 1971 году, когда он возглавил свой родной район, он уже был зрелым партийным работником по району, сельскохозяйственные, огромные задачи в области чаеводства, цитрусоводства. Хорошо, а Чемчирский райком партии, Творчальский горком партии. Творчальский — это совершенно другая школа. Это школа пролетарского такого индустриального города, где он справился великолепно. Он настолько полюбился творчийцам, они его не хотели отпускать. Спускался в шахты, работал, встречался с людьми. У него был особый дар общения с людьми. Это был природный дипломат. Он имел удивительное свойство. Он советовал молодым партийным работникам: никогда, когда принимаете человека, не превращайтесь в бюрократа какого-то. Даже если не можете решить вопрос, он говорил, пусть человек от вас выйдет с чувством теплоты и участливости от вас. После этого Творческого горкома партии его первым заместителем председателя Совета министров Абхазии. Это уже другой уровень руководства. Вот оттуда он и пришел в обком партии, правда же? Да, это как раз совпадает со временем, бурлила обстановка в Абхазии. Меняется руководитель, Валерий Михайлович Хиндба отправляют в ЦК уже на такое место, спокойное, заведующий отделом зарубежных связей. А возглавляет Борис Викторович. Вы знаете, я тогда думал, что все, вопрос, было в смене аппарата, руководства. Оказалось, нет. Продолжались волнения и дальше. И в августе, и в сентябре продолжались, забастовки. Почему? Потому что народ уже хотел, чтобы председателем правительства,
даже при первом секретаре Абхазии, председателем правительства тоже был бы абхаз. Интересно, Вот так именно стоял. вот в такой сложнейшей политической ситуации назначают первым секретарем обкома партии, абхазского обкома партии Бориса Викторовича Адлиева. Как вы думаете, почему именно его? Ну, во-первых, он имел к этому времени самый большой политический опыт. Пройдя, вот мы же сказали с вами, что он прошел. Других уже кандидатов не было. Это раз. Во-вторых, учитывая его происхождение, его работу в Чемчинском районе, он ладил и с одной, и с другой стороной, он владел языками. Но проблема, почему продолжались забастовки, почему протесты? Потому что вместо Сакварелидзе, эта личность, хоть он был такой грамотный человек, мать у него была русская, он был научным работником, он был одиозным в национальном плане. Он считал, что Абхазия — это его вотчина. Он распоряжался, значит, назначением кадров и так далее. Вел себя очень и очень по-барски, можно сказать, в Абхазии. И, наконец-то, удалось поставить вопрос так, что его отозвали в Тбилиси, и вместо него Тбилиси присылают опять, значит, оттуда посланца Убилава Юзу Джаховича. И вот против этого назначения тоже были выступления. Потому что народ не знал, что какой Убилава оказался совсем другим человеком. Вот мы с Вячеславом Михайловичем на эту тему тоже говорили, Цугба. Он же работал у него первым заместителем. И Убилава без Цугба не решал кадровые вопросы. Все, не только там грузинские, но и абхазские. Все через Цугба. И сам себя Убилава, он себя позиционировал как потомков Убыхов. Тогда удержался И во вот, власти? да, постепенно, благодаря деятельности Борису Викторовичу удалось собрать команду. Значит, Цугба был первым замом председателя Совмета. Значит, этого поменял Беридзе, который был заворгом, поменял, значит, на Квачахья Павла Лаврентьевича, тоже уроженца, значит, Самбурзаханского региона, и он был предан Борису Викторовичу. Он, хотя обязанность заворга была такая, что надо было информировать Тбилиси о тех или иных явлениях нашей партийной организации, но Павел Лаврентьевич от этого отказался. И он пошел к Борису Викторовичу и открыто заявил: я, говорит, не буду, хотя там так требуют. То есть ему удалось собрать команду, и в течение 1978 года Борис Викторович со своей командой стабилизировали ситуацию. И он принял активное участие в проработке самого главного документа для Абхазии. Это постановление ЦК КПСС и Совета Министров 1 июня оно вышло 1978 года о мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской ССР. Это было, это судьбоносное постановление для Абхазии. В результате сюда пошли большие капиталовложения. В начало 80-х, надо сказать, это уже подъем в экономике. Борис Терентьевич, вы историк Да. по главному своему образованию и кандидат еще политических наук. Вот поэтому сейчас, Злоупотребляю, да? конечно, нет, не злоупотребляете, очень наоборот, я просто хочу сделать немножко другой акцент. Конечно, роль личности никто не отменял, поэтому как раз-таки мы сегодня говорим о том времени именно в контексте личности Бориса Викторовича, да. Но если мы берем 1978 год, вы прекрасно понимаете, из-за чего эти события были. Знаменитое абхазское письмо, о котором вы говорили, где наша абхазская интеллектуальная элита, я подчеркиваю, именно не политическая, а интеллектуальная элита смогла выразить очень грамотно, на высоком уровне абхазскую политическую идею. Настолько это было сделано серьезно, что в Москва, Кремль не могли не отреагировать, а грузины это время, я училась в школе, но я помню, они были в гневе. Фон политически, хоть и был сложным, но вот этот фон патриотический, это национально-освободительная борьба абхазов, мы не можем об этом не говорить, об этом надо в первую очередь, потому что если бы такого фона не было бы, я уверена, что и Борис Викторович тоже не смог бы сделать того, что он сделал. После такой стабилизации, я имею в виду кадровой, когда удалось, и Борис Викторович понял, что
надо решать вопросы интеллигенции. Кстати, одной из больших его забот, проявлений, это было вопросы деятелей культуры, искусства. Он их часто принимал, выслушивал их, решал их вопросы, в том числе жилищные были вопросы, рабочие моменты. Министерство культуры, даже это уже чуть позже. А вот кадровая политика, вот в чем его линия была вот основная? Несмотря на продолжающийся диктат Тбилиси, удалось. Он все-таки отличался тем, вот я честно скажу, от, допустим, предыдущих, что он настаивал на решении кадровых вопросов. Даже был момент, когда Хабиишвили, заведующий орготделом, хотел назначить второго секретаря горкома своего человека в Гаграх. Борис Викторович не допустил. Нет, он сказал, даже будучи там в Тбилиси, вышел и хлопнул дверью. Тот побежал за ним. Борис Викторович, подождите, ну ладно, решим, как вы скажете. Во-первых, с Борисом Викторовичем пришли к руководству в Гаграх наши действительно профессиональные кадры, Энвер Кабба. В Творчели был уже направлен Владимир Джемалович Авицба, тоже, значит, очень грамотный партийный работник. В Очамчире Пач Харитоновича заменил Константин Салья, был тоже кандидат наук. То есть пришли молодые кадры, амбициозные. По возрасту у вас там большая разница была. Карьеру комсомольскую и партийную вы начинали в разное время, Совершенно он и верно. вы, понятно, но все равно вы пересекались, конечно, Вот. И для вас он был старшим соратником. Вот я знаете, вот он, в чем еще был его такой качественный момент, он следил за молодыми. Он следил, хотя бы это так внешне не проявлялось, но кто где работает, комсомольцы, он даже невзирая на национальность, потому что там даже и среди грузин, он, например, выдвинул Вахтанга Холбая, Резу Гергедава в Творчеле. Правда, когда уже подошло к критическому, они все оказались на другой стороне баррикад, но в то время они оправдывали его назначение на посту у себя в Гаальском районе, там Творчеле и так далее. Он, вот чем отличается еще Борис Викторович, он молодежи Сергей Васильевич Багапш, Таркил Саид Родионович, Валерий Тёдевич Пильев в Гаграх, то есть он им дал широкую дорогу. Один момент он 5 отправил в Тбилиси на так своеобразную стажировку с тем, чтобы они вернулись уже на большую. Это был Лёва Шамба, значит, вот Арчхотова был, Нодар Хашба. То есть он постепенно обновлял команду молодыми кадрами. В то время идеология играла огромную роль. Мы понимаем, что мы жили в Советском Союзе. Правящей партией была коммунистическая партия. Он был типичным коммунистом? Он был прежде всего патриотом своей родины. И, конечно, возвращаясь из московских съездов сюда, он собирал аппарат, говорил о новых явлениях в партии, о том, что надо перестраиваться от того стереотипа старого мышления. Это, конечно, новое он воспринимал. И самое главное, он был близок к народу. Вот это была его основная черта — быть ближе к людям. В их чаянии, на место. Не вот этот аппаратный стиль. Вообще сегодня многие ругают, что это в то время легко было руководить, потому что партия правила и все, ничего подобного. Сергей Васильевич, кстати, очень напоминает мне Бориса Викторовича, власть первого секретаря Абхазского обкома партии во времена Бориса Викторовича. Что было в руках первого секретаря? Полномочия какие-то серьезные какие-то возможности для того, чтобы в рамках своей республики решать серьезные какие-то вопросы? Вот. Или все-таки это вот, не хочу употреблять слово «недовласть», но по рукам и ногам они были связаны все-таки руководством Грузии? Были связаны, конечно, потому что партийная дисциплина, у нас же государственное административное устройство так было, что ЦК КПСС, ЦК Компартии Грузии и уж потом Абхазский обком. Сила воли, его характер, сильный характер, они позволяли ему добиваться в Тбилиси тех решений, которые он считал правильным. Да, по каким-то вопросам не все ему удавалось. Это
И Вячеслав Михайлович со мной соглашался, говорил, что не все можно было решить. Это уже другим поколением предстояло, да, Владислав Вардземба, когда это состоялся прорыв. Но в то время, по тем возможностям, Борис Викторович делал максимально. Вот один пример. Вы знаете, что в Гальском районе, село Набакееве, там запланировано было строительство атомной электростанции. Атомная электростанция — это тогда, когда уже состоялся Чернобыль, и какие последствия страшные были. То же самое при случае могло быть и у нас. И когда Картвелишвили, на тот момент председатель правительства Грузии, приехал сюда и встретился с Борисом Викторовичем прямо там, в Гальском районе, на этом месте, где должны были и городок построить, и саму эту станцию, это Борис Викторович категорически отверг это дело. И, разругавшись там на месте, они даже не попрощавшись, разъехались. Правда, потом он сказал, что через какое-то время вот тот попросил извинения. В 1978 году, в том же 1978 году я попала к нему, представьте себе, историю не буду рассказывать, это была в 1978 году. Я закончила школу, как раз у меня была своя личная какая-то история. Вот я решила, что мне надо противостоять определенной системе именно в образовании. Я считала, что столкнулась с мажорством, с несправедливостью. И вот мне надо к нему. Я попала к нему. Да вы что? Я написала письмо, он у меня спросил: ты сама написала? Я говорю, да. Точно? Я говорю, да. Он словами, был осторожен, ничего не сказал, но я поняла, что мы по духу совпадаем. Вот мое возмущение он разделяет. И образование в то время находилось не в наших абсолютно руках. И большое счастье, что затем в 1979 году открылся Абхазский государственный университет. И я просто вот подхожу, вот эту вырезку из газеты вы прислали мне на днях. 6 ноября 1978 года, вот следуя постановлению, о котором вы говорили выше, открыли абхазское телевидение. И в первой передаче, в выпуске абхазского телевидения с заявлением выступил Борис Викторович Адлиба. Он поздравил с тем, что у нас уже есть свой канал «Абхазское телевидение». И вот через несколько месяцев, это, по-моему, уже январь 1979 года, это тоже... Этот материал тоже прислали мне вы, спасибо большое. Здесь, значит, уже через несколько месяцев, видимо, были заложены первые вот такие фундаментальные какие-то вещи для работы Абхазского канала, и почетной грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской ССР награждаются определенное количество людей. То считается, что большую роль в том, чтобы вот такое постановление все-таки было принято. Большой вклад был Бориса Викторовича. Вы с этим согласны? Абсолютно, абсолютно. Он вместе, еще раз говорю, и со своей командой, уже и в том числе Цугвец, они очень многое сделали, потому что, чтобы это постановление вышло в свет, нужна, естественно, большая подготовительная работа. Они многое сделали для проработки. Борис Викторович, когда шел в театр, все шли за ним. Весь аппарат обкома, горкома, и люди тоже тянулись. Сейчас иногда бывает, смотришь, в зале мало людей. Личный пример первого секретаря, это же большое значение имело тогда. То есть он поддерживал таким образом абхазскую культуру. Это что касается культуры. А сколько было вопросов в экономике, промышленности. Борис Викторович вел республику, скажем так, успешно, но проблемы национального характера и межнационального, они все равно оставались. Вот, и поэтому было важно, конечно, что вообще происходит в обществе, в стране. С одной стороны, национально-освободительное движение продолжается, национальное самосознание растет. Я считаю, что это тоже было ему на руку. И вдруг вот в 1989 году он 11 лет руководил страной. В 1989 году начались очень сложные события. Лыхнинская поляна, 36 тысяч человек, огромный митинг. Борис Викторович находится в Москве на съезде Верховного Совета СССР. Он узнает о том, что будет приниматься обращение знаменитое Лыхнинское, бросает все, приезжает в Абхазию, приезжает в Лыхно и ставит сам там первым подпись свою.
Скажите, это что? Вот как раз вот это Да. мы, подходя к его патриотизму, к теме, да, вот вершина вот этого всего, когда ставится на кон все. Он, зная о том, что по партийной этике он несогласованный вопрос с Центральным комитетом, он решает самостоятельно, он делает выбор. Значит, даже вот его помощник Джон Губас мне говорил, они вместе были, он должен был ложиться по кардиологическим проблемам в больницу, но как только услышал, что собирается сход, он говорит, я должен быть там, где мой народ. И первым пошел, подписал. Это его, можно сказать, заключительный акт, который этим самым он сказал все, что он с народом. И зная, что завтра его освободят с работы. Освободили. На арену вышел Владислав Григорьевич. Но это, кстати, инициатива именно Бориса Викторовича была, чтобы молодого доктора наук пригласить из Москвы, образованного, знающего историю, и чтобы он возглавил институт, который оставил Георгий. Скажите, его поступок, да, вот кто-то другой сослался бы на здоровье, на самом деле, видать, были проблемы со здоровьем, если он к кардиологам обращался. В принципе, он все эти события пережил ненадолго, где-то через 1,5 года, в возрасте 59 лет, он умирает от инфаркта. Совершенно верно. Да. Это подвиг? Это подвиг самый настоящий, я считаю. Он, будучи в таком состоянии, приехал и возглавил, и после него вся наша партийная элита, все подписали. Константин Думава, который очень хорошо знал Бориса Викторовича, он говорит, что Борис Викторович был очень гибким. Он подчеркивает, что он был дипломатом. То, что он сделал 18 марта, да, Лохнинское обращение, принял вот такую гражданскую позицию. Это гибкость или это больше гораздо, чем гибкость? Это уже... Это он сделал последний решительный шаг. Это вот как считайте, что Пачулия Володя на амбразуру закрыл собой. Значит, повторил подвиг Александра Матросова. То же самое он жертвовал собой. Он первым во главе своего народа подписал это обращение. И это было для других. Интересно, вот последние годы его работы в должности первого секретаря, вот в это время существует Айтгылара, у нас налаживаются контакты с Северным Кавказом, формируется там ассамблея горских народов. Открыто он мог с ними контактировать или как вы думаете? Он проводил широкие консультации с Алексеем Гогуа, с писателями, и, я думаю, с Сергеем Шамбо, который тогда уже на арену выходил политическую. Он понимал, что Айтгылара – это мощная сила, которая выражает национальное самосознание абхазского народа, и он с ними проводил консультации, поддерживал их, я бы сказал, поддерживал. И поэтому он и стал жертвой, что 6 апреля созвали пленум, несмотря на то, что участники пленума, в том числе Нугзар Ашуба, категорически был против голосования, но он их уговорил. Говорит, будут репрессии, если вы не подпишете, если вы не проголосуете за мое освобождение. Последуют репрессии, пострадают много людей. Так он сам ушел? Конечно. В 89-м он сам ушел? 6 апреля он уже сам написал заявление, зная, что все равно его освободят. Но министры наши, Хикуба, Шамиль Лакоба, министр культуры Ашуба, они зашли к нему и сказали: Борис Викторович, мы не будем голосовать за ваше освобождение. Нет, говорит. Он их уговаривал буквально. И вот только после вот таких серьезных ночных переговоров они, значит, согласились. И 6 апреля его освободили. Борис Терентьевич, я, возможно, вам не дала сказать все, что вы хотели, потому что у вас очень много информации. Я буду думать дальше, как это сделать. Было безумно интересно. Если вы мне позволите, я завершу. Если он был бы осторожным карьеристом, ну, такие же были среди коммунистов, полно их было, правда же? Да везде они есть, и сегодня они есть, и карьеристов всегда во все времена хватает. Да, если он был бы осторожным карьеристом, конечно, он не поступил бы так. Прекрасно осознавая, какие репрессии ждут его, он принял вот такое решение. Он был и патриотом, конечно, и коммунистом, и, скажем так, настоящим мужчиной абхазским. Совершенно верно. Я полностью с вами согласен. И вот прошло 36 лет со дня его ухода,
И каждый раз он остался и остается в памяти народной. Как человек-патриот, как выходец гордостью Чамчира, потому что я горд тем, что и многие мои друзья, что мы чамчирцы, его земляки, и он прославил и свой район, и Абхазию, конечно, поэтому вечная и славная память ему. И ему было всего 59 лет, когда он ушел, и мне кажется, что вся вот эта ситуация, которая была в Абхазии, она сократила ему жизнь. Светлая память. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Это подкаст «Абжирача» на абхазском телевидении. Мы обсуждали тему Бориса Адлиба и его время.